герой большого интервью, актер театра и кино, один из лучших актеров Севера и Юга Осетии Дмитрий Поростаев. Добрый день, Дмитрий. Да, Изарховс. Телезвезда или просто звезда? Как вы относитесь к этому понятию? И не надо выходить и не кричать и бить себя в грудь, что «Мана сдан эс худи нагоды». Нафедел там Жюрин, что это я сделал. Нет, это было стыдно. Чем клавиш Жюрин умел разговаривать. Почему? Вопрос тяжелый. Могу сказать одно. Я думаю, перво-наперво нужно быть человеком. Поверить, что это ты тот человек, и выходить и играть. Кстати, а лично для вас что на первом месте? Все-таки театр или кино? Я изначально актер театра, а в кино меня уже приглашают. Тогда спрошу немножко пожестче и по-другому. Если бы вам сказали что-то одно, либо театр, либо кино, что бы вы выбрали и почему? Ну, в принципе, так не бывает, но наша профессия... Она... Если бы. Ну, если бы, я не я, лошадь не моя, можно так и говорить. Ну, такового не бывает, но я могу сказать, что театр, он более для человека, актерского, творческого, театр, он больше, меня больше театр привлекает. Потому что здесь идет диалог со зрителем, то, что важно, как говорится, для актера, вообще для творческого человека. Если я не прав, то поправьте меня, но я считаю, что все-таки актер театра, он немного выше. Объясню почему. Все-таки в кино есть дубли. Дубль 1, дубль 2. Эмоции можно показать там крупным планом, а в театре всего этого нету. И поэтому я считаю все-таки театр это намного интереснее и намного сложнее. Да, ты с одной стороны прав. В театре ты от начала до конца ведешь одну линию. Вот идешь и живешь в ней. Кино вообще создает режиссер, но в этом участвуют инструменты. Хорошие инструменты, то бишь актеры. И режиссер, как дирижер, он настраивает и видит эту картину со своей стороны. И есть тот же самый оператор. Вот когда эта вся идиллия совпадает, это все в сочетании, то получается хорошая картина. Но все-таки сложнее где? В театре или в кино? Лично для вас. Держать стержнем зрителя это намного труднее. Там-то ты прав, где-то что-то неправильно, можно это, давайте поменяем это, а здесь тебе на право на ошибку не дано. Во-первых, ты работаешь с партнерами, которым ты должен всегда додавать и правильно находиться в этой обстановке, в данном, как говорится, тебе предлагаемых обстоятельствах по пьесе. С другой стороны, например, в России звездой не стать, если ты не играешь в кино. Ты можешь быть хорошим артистом, талантливым и так далее, но все равно ты не звезда, если ты не играешь в кино. Вообще, как вы к этому относитесь? Это несправедливо? Нет, почему? Просто у кино большой зритель. Хочешь ты этого, не хочешь, но все-таки экран, он попадается на глаза. Сейчас прогресс пошел, телевидение, это все. Но сейчас посмотри, сейчас каждый сам для себя стал режиссером, снимают. Не мне говорить, что творится в интернете. Был такой фильм «Отец солдата». Там под Новый год вызвали музыкантов. И все были после боя уставшие. Как? А мы нас прислали специально. Ну, давай, говорит, играй. Ну, люди же, говорит, спят. Ничего, говорит, хорошая музыка, и вас не слышно. Так что не имеет значения, если ты любишь свое дело, тебя все равно заметят. Твой труд ничего незаметным не уходит в этой жизни. Это факт. Если ты чему-то сильно отдаешься, и еще тем более ты любишь это дело, то я думаю, что все получится. А вот понятие звезда, телезвезда или просто звезда, как вы относитесь к этому понятию? Ну, а как понять эту звезду? Звезда, знаешь как, звезда не люди определяют, не мы, как бы, творческие люди, а нас, зритель, понимаешь, он ценит. Нравится ему этот человек или нет, он хочет, зритель, когда тянется к человеку, значит, он заставил полюбить себя. С какой бы точки это зрения, то бишь с комедии или с трагедией, не имеет значения, в танцах, где бы ты ни был, или художник, чтобы посмотреть на картину и сказать, от удивления, вот когда, что, как это возможно,
Не имеет значения, какой бы ты профессии не был, но если ты это делаешь настолько, что это даже люди замечают, и не надо выходить и не кричать и бить себя в грудь, что «Мана сдан эс худи нагуди». Нафедел там жужжин, что это я сделал. Нет, это было стыдно. Так что о тебе должны говорить, о любом человеке, люди, а не ты сам о себе. Можно ли звезде больше, чем обычным людям? Вот, например, дело Ефремова. Ой, вопрос тяжелый. Могу сказать одно. Ну, может ошибиться человек в этой жизни, но то, что Ефремов, я могу сказать просто, ну, получилось у него так. Нагрузки, это все понятно. Творческие люди, они все-таки другого склада и ума, и характера. Ну, то, что с ним произошло, это просто досадная случайность, неправильность чуть-чуть в моем роде, но все-таки, каким бы ты ни был человеком, звездой, я думаю, перво-наперво нужно быть человеком. Человеком, который не делает, старается уже не ошибаться, не делать, не допускать ошибки. А как вы относились к его творчеству? Творчество, знаете как, он человек имеет шарм и обаяние, понимаешь, ему не надо что-то там, он просто знает, как это, у него есть то обаяние, он им владеет. Ефремов один из лучших актеров России? Да, безусловно. Мы говорим про звездность, знаменитость. А как произошло это у вас? Вот вы проснулись в один день и стали звездой? Или вы сказали себе, подойдя к зеркалу, вот сегодня я уже стал популярным? Даже и сейчас не могу сказать, что я вообще популярный. Да, маленький городок, маленькая республика. Все мы друг друга знаем, но и знают, что я творческий человек. Но сказать, что вот популярность, да нет. А вот все-таки, когда люди к вам подходят, там, может быть, фотографируются или говорят, что очень хорошо прошел ваш спектакль и так далее, вот вам приятно это? Конечно, приятно. Грех жаловаться, что там. Конечно, приятно. Когда ты видишь, что ты нравишься, кому неприятно бывает. Да, когда тебе говорят о твоей работе, что да, и ты знаешь, что ты отдаешься этой работе, любишь ее, и заставляешь через свою работу, и людей заставляешь, зрителя, любить, конечно, и, конечно же, приятно. В Осетии, на Кавказе в целом всегда детей отдают на борьбу, на футбол, на бокс. Вы же с самого детства, напротив, начали играть в спектаклях и выбрали, можно сказать, в детстве уже свою профессию, свое будущее. Вот что на вас так повлияло и почему произошел такой выбор? Шабутной я был в детстве, но у меня не было такой злобности или вот такой огонь, энергия, познание, вот что-то узнать, здесь что, а там как, а это почему это. В общем, докапывался до всего, что к чему, как говорится, прикасался. И вот это в общем сложилось у меня. Энергичный, без задних мыслей. В общем, энергии во мне было много. На спорту я ходил, да, на футбол ходил, на бокс ходил, на волейбол ходил. Разнопланово. Но душа все-таки лежала у меня все-таки к творчеству. Не знаю почему, но видя, наверное, фильмы старых еще актеров Леонова, Миронова, и Папанова, все время хотелось, может, в душе хотелось тоже играть так же, приносить такое же удовольствие и, естественно, стать знаменитым, хотя бы что-то оставить после себя в этой жизни. То есть это точно вы в детстве решили, что будете актером? Не в таком уж, как говорится, глубоком детстве, но уже, когда я понимал, кто я, и когда мне начали говорить, чума, доллар бахаса, я баром байдет, кто, зачем, почему, не знаю, но тянуло меня к этому всему творчеству. У вас 2 детей. Вы бы хотели, чтобы они пошли по вашим стопам? В принципе нет. Потому что у них другой склад характера сложился в этой жизни. Яблоко от яблони далеко не падает. Но у них это не получилось так. Один у меня в ОМОНе работает, а другой сейчас в Москве. Поехал, найду, говорит, себе работу. Вот сейчас он уже полгода там работает, нашел какую-то работу, но ищет еще, пока ищет. Молодой,
Так что пусть дерзает. А вообще, как они относятся к вашему творчеству? Приходят на спектакль, Да. когда здесь? Да. Они Что приходят. говорят вам? Ну как, ну это было, говорит, отлично. Иногда они не просто смотрят мои спектакли, а и старший, он на каждый почти спектакль смотрел, приходил, а потом сравнивал. О, вот это было вот так. Даже которые спектакли приезжали с гастролями сюда, он и те смотрел. А потом сравнивал, нет, говорит, вы, говорит, круче, говорит, вы, говорит, намного круче. Приятно было? Конечно, приятно. Да и ты знаешь, что у нас очень сильная труппа пока что. Пока мы все молоды, пока мы можем, есть, ну, у нас мощная труппа, если честно сказать. Еще и пополнение, еще и радость того, что вот сейчас студентов набрали. Это сейчас будем в них все вкладывать. Раз уж вы затронули эту тему, давайте об этом и поговорим. Сейчас на базе Юго-Остинского государственного университета открылся актерский факультет. Да. Смогут ли эти молодые ребята быть такими же сильными в актерском плане, как и вы? Потому что вы все практически учились в России, в самых лучших вузах театральных России. Смогут ли они составить вам компанию либо конкуренцию? Естественно, могут. Не просто могут. Я еще хочу подчеркнуть, что это все зависит от самого человека, от его эгоизма, насколько он сильно этого хочет. А это хочет просто называется любовь к своей профессии. Хочешь ли ты стать? И когда люди сталкиваются и понимают, что ой, что-то у меня здесь не так, чтобы, ой, не получается, так давай я попробую по-другому. Нет, а понимают, что он и правда не туда попал. И, как бы тебе сказать, жизнь сама показывает, и каждый отсеивается по своей возможности и уходит туда, куда уже судьба или Бог расположил на все это. А вы будете там преподавать на этом факультете? Я не знаю насчет преподавательства, но обязательно мастер-класс я буду обязательно ходить и преподавать мастер-класс. Это безусловно, потому что это не то, чтобы наши уже замена, это уже, считай, что наши коллеги. Это уже пока есть возможность, пока они молоды, в них сейчас надо только вкладывать. Та школа, которая у нас есть, она очень мощная. Школа здесь, разные школы есть. Так что, если каждый будет вкладывать в них вот по разной школе, но по теме, то, что им это надо. Но я думаю, что с одной стороны для молодых объяснить не просто правильность игры, перевоплощение, как ребенку даешь маленькую коробочку спичек, и он начинает как машинка играть. Вот он настолько наивен, ребенок, что он верит, что это спичка, это машина. И он по песку едет, уже дорогу выстраивает. То же самое и для актеров. Нужно просто перевоплощаться, как быть ребенком наивным. Просто поверить, что это ты тот человек, и вот в этом варится и выходить и играть. Ваше детство прошло в Советском Союзе. Сейчас много споров. Было ли тогда хорошо? Некоторые склоняются к тому, что было хорошо, другие говорят, что было плохо. Вот лично для вас, ваше детство и Советский Союз, что? Могу сказать это просто одним словом – тепло. Тепло и добро только лишь было. Раньше не надо было суетиться, где твои дети, потому что знаешь, что на улице есть пожилые люди, которые за каждым там издалека, но проследят. Все было по-другому, по-доброму. Было лучше? Конечно, потому что люди доверяли друг другу. Раньше не было обмана, раньше стыдно было лгать, взятки, вот это все. А сейчас все, стереотипы поменялись, все перевернулось, шиворот на выворот. Раньше было стыдно то, а сейчас это как так. Ну, Бог с ними, когда сказал, Бог им всем судья. Главное правильно жить и не делать плохого. Вот что главное, я думаю. Детей надо учить всегда молчать, потому что разговаривать они и так научатся. Псар мамагаскахдал. Не то, что там манов-то славно. Псар именно камкау журен умел разговаривать. Вот от этого и было эзмока. Не бей себя в груди, не говори, что это я сделал, это стыдно. Зачем
Я еще раз подчеркиваю, пусть люди говорят, народ говорит, потому что народ – это масса, это сила. Мы все это вместе. Нация. Это мощь, которой нужна просто идиллия, просто нужна подпитка, давать, жить. Мене, шамай, один тхскамо канифала, шарм мауи, эрен тачикал кай, кутфасая хаулестен. Вы помните, когда первый раз пришли в театр? Я как раз в нулевой класс, ну тогда еще нулевые были, ну первый класс, первоклашки были тогда. И тогда привезли во вторую школу, я во вторую школу окончил, когда привезли кукольный театр. Вот тогда я попал, это было удивление, что это, как игрушки, звуки, откуда это все. Это было такое зрелищно, впечатляюще. А потом сюда, в старый театр, здесь, я не помню, сказка какая-то была. Фанеквоз, по-моему, ну не помню, но это тоже было зрелищно, свет, вот это все, это костюмы. Это тогда было под впечатлением, я говорю, вот это... И тогда вы решили? Ну, не тогда, но это уже во мне как бы отслаивалось, понимаешь, подсознание шокировало, понимаешь. Это все откладывалось потихоньку. А когда начали играть? В школе еще все зародилось, там сценки всякие играли. Ну, а потом в училище, где мы учились, там первый раз серьезная работа была. Дипломных спектаклей у нас было 4. Это «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Забавный случай», «Медея» и «Аланы». И вот там «Ромео и Джульетта», вот тогда вот серьезная роль. И тогда понял, что Татьяна Николаевна Ерохина, а ныне сейчас она Пышнова, она, зная, чувствовала, что у нас энергетика к Шекспиру более, она ближе. Энергетика осетин, потому что у вас была осетинская студия. Да, конечно. У нас была национальная юго-осетинская студия. Отдельная тема – это классика советского кино. Вот мой друг приучает своих детей смотреть советскую классику. Вот вы как к этому относитесь? Положительно, даже правильно. Вы своим детям когда-нибудь показывали? Да, они все время смотрят. Они сейчас даже подросли и пересматривают иногда фильмы старые, да и все комедии старые. Потому что, я еще раз подчеркиваю, все было по-доброму, по-наивному, без всякого. А игра актеров? Естественно, игра актеров. Ну, если бы не игра актеров, наверное, бы эти фильмы не стали бы классикой. Лучший советский актер, по вашему мнению? Как бы тебе сказать, какая рука лучше Хорошо, тройка. чешет затылок? Ну, какая рука лучше чешет затылок? Правая или левая? Если ты правша, то правая. Если левая, то, естественно, левая. Там нельзя сказать, но сказать про Леонова, про Яковлева, Миронов. Он человек поющий, пластичный. Ну, все было в нем, понимаешь? Но все... У всего есть свой, все-таки свой уровень, слоя, понимаешь? Ну, невозможно. Ну, допустим, я могу в какой-то современной постановке сыграть Отелло. Но если человек пришел, он стереотипно смотрит на Отелло как на Мавра могучего, такого мощного, понимаешь? Я к чему говорю, что советских актеров я вот подчеркнул много. Да вообще то поколение. Они были сильнее, чем сейчас российские? В каком-то плане, да. В каком плане, знаешь, сейчас какая-то тенденция пошла вот в актерской профессии, что лишь бы засветиться, но не отдаться работе, понимаешь? Раньше, когда вкладывать, то идеология была важна. Вот что ты хочешь этим показать? И все время вкладывал. Да любой старый фильм возьми. Они вот сейчас, когда их пересматриваешь, ты понимаешь, Господи, сколько же, вот сейчас, насколько понимаешь, что, как тогда вкладывались в работу, сейчас уже так, лишь бы, как бы сделаем, затушуем через компьютер как-то это, лишь бы выпустить. Тогда у меня такой вопрос. Театр, кино, они должны учить или только развлекать? Ну, нельзя же сказать, что, я только
люблю грушу, понимаешь? Если ты в жизни ни банан, ни киви, ни яблоко не попробуешь, как можно говорить о других фруктах, если ты их вообще никогда не пробовал? То есть и то, и другое. Конечно. Но вот насчет учить, это знаешь как, это зависит все-таки больше от режиссеров, в каком направлении, в каком контексте они будут ставить. Если актер, не актер, а зритель посмотрел спектакль, то он должен с каким-то все-таки выводом выйти из театра. С мыслью, а надо же, а я этого не замечал. Это тоже моя жизнь, но я со стороны этого не видел. А вот здесь мне было показано, как это со стороны. Это тоже и имеет огромный фактор. Конечно, я еще раз говорю, что искусство, театр, кино меняет сознание. То, что и вот фактами, то и также и в телевидении, журналистика, СМИ. Но с другой стороны, вот, например, есть комедии, которые, ну, по смыслу не глубокие, но люди их смотрят и на них приходят. Да, ну это называется бытовая жизнь, бытовуха, понимаешь, вот все, что ближе к тебе и похоже, понимаешь, что у людей, ну, не все же одинаковые, но есть, и он когда видит, то бытовое простое, нежели простота, как говорится, в простейшем, и бывает иногда гениальность. Юго-осетинский зритель, все-таки он меняется или нет? Да, меняется. Я могу сказать в очень хорошую сторону. Заметил, что идут, уже сравнивают. И даже видно, что вот приходят почти одни и те же люди. И даже иногда звонят и пишут, и говорят, что сегодня был, я уже смотрел, мол, 4-й раз спектакль, но сегодня 4-й раз он был вообще по-другому. Но тот же спектакль, но по-другому, удовольствие. Вообще у нас в Южной Осетии люди думающие, очень. Люди приходят посмотреть друг на друга или на спектакль чаще? Ну, как без этого? Да, приходят посмотреть спектакль и посмотреть, и себя показать, и людей посмотреть. Для этого и существовали вообще и театры, кинотеатры, кинозалы. Люди приходят общаться, увидев, поговорить. Вообще давно кто-то не встречался, и они встречаются вот для встреч. Связь актеров и зрителей. Я заметил, что юго-осетинская труппа Госдрамтеатра, да, они редко сидят в соцсетях. Facebook, Instagram, там другие соцсети. Вот российские актеры там сидят чаще. Они рассказывают про свою жизнь, про свои репетиции. Если даже так вспоминать, только Григорий Мамиев мне приходит, который все время там что-то выкладывает. А вы все-таки такой закрытый образ жизни ведете, больше такой. Почему? Как бы сказать, больше времени нужно уделять тем, которые рядом с тобой. А не те, которые далеко, понимаешь, и ты им объясняешь про свою жизнь, потому что у всех своя. Но это же тоже ваш зритель. Да, но самый все-таки близкий зритель – это твой сосед, твой друг. Да, форс-мачишара, каймешара, саудонима, вот так вот. Ну, нельзя, понимаешь, просто взять и погрузиться полностью и стать блогером, понимаешь, на это время огромное. То ты теряешь, чтобы чего-то в этой жизни добиться, нужно пожертвовать чем-то. А вообще как вы относитесь к соцсетям? Да нормально, в принципе, это прогресс неизбежен. Ну а как, когда задал, без этого? 90-й год, в Южной Осетии война, разруха, и вы все-таки выбираете профессию актера и решаете ехать в Москву, чтобы им стать. Вот неужели вас не отговаривали в те трудные времена? А тогда не было трудного времени, тогда спокойно было все. В 89-м я закончил школу, 1 год проработал на заводе, потому что в то время... В заводе? На заводе, да. Это где? Это ЦАРС, Цхинвальский автобусоремонтный завод. Я там год проработал учеником моториста, я проработал 3 месяца, а потом овладел профессией моторист, наладчик. И год проработал, а потом начались волнения, Удгамсахурде, вот это время. Волнение прошло, а в то время я тогда поехал в Тбилиси, в Грибоедовские поступать. Ну, они меня и там даже не прослушали, сказали, иногородних не принимаем.
Говорю, как не принимаете? Он с Кутаиси, девочки, говорю, парень есть, в горе приехали. Вы хотите сказать, что именно осетины Ну принимали? да, и не хочу сказать это так и именно, потому что я был осетин с Цхинвали, и меня и не приняли. Ну и слава богу за то. Ну, я вернулся обратно, я не отчаялся, я все-таки про себя говорю, ладно, подготовлюсь зимой, и на следующий год, говорю, поеду. Ну, тогда начались волнения, вот это все потом утихло. Потом 90-й год у нас набрали здесь, именно здесь, в Старом театре. Это была студия такая осетинская, да? Сколько человек было? 20 человек нас было, да. Сколько из них сейчас играет в театре? Почти все. 4 у нас отсеялось, 16 человек, и 2 у нас остались в Москве, а сейчас где-то 12 или 13 человек. Все почти, что мы здесь работаем. Студия, которую вы отправили, театр отправил, это буквально недавно. Студия, где играл еще и Григорий Мамиев, осетинская труппа, которая была в Щуке, в Щукинском училище. Из них вернулся всего лишь Григорий Мамиев и одна еще девушка. Нина. Кокоева Нина. Да, Кокоева Нина. Почему так произошло, что такие талантливые ребята, которые там играли хорошо, которые научились, поехали от Южной Осетии, из них всего вернулось 2 человека из 15 или 16, а то и более? Ну, я думаю, что это, во-первых, ошибкой была тех людей, которые набирали, в плане того, что большинство было с Владикавказа, с Северной Осетии, почти, ну как большинство, ну в основном там они были. Ну а те, которые были здесь, они Мамиев, здесь Нина, здесь Инга. Инга была здесь тоже, да? Великолепно сыграла Фатиму. Изабеллочка у нас, Карсанова, бесподобная. И Олеся тоже. Но они не приехали, потому что они все-таки молоды. Ну, по обстоятельствам, наверное, еще квартирный вопрос. Там еще и Владимир, еще и Поростаев. Многие хотели сюда, но вот этот квартирный вопрос, он буквально... То есть даже из Владикавказа хотели приехать сюда, да, ребята? Работать, да. Но вот этот квартирный вопрос, он буквально вышибает из-под ног почву. Ну, вот эта проблема. А вот молодые, почему? Они амбициозные, они хотят все-таки сказать, подчеркнуть свое «я», где-то пробиться, как-то. Я про другое. Когда из 15-16 человек приезжает 2, значит что-то не так. Да я потому я и говорю, что они думают, что в Южной Осетии театр, то куда. А там, когда они видят, что идет работа, что там финансы, деньги, хорошие деньги, оплачивается это все, то соблазн всегда он велик. А все-таки, как вы считаете, нужен ли, скажу по-другому, жесткий контроль над этими лимитами, потому что это будущее нашего театра, и даже не театра, есть и другие лимиты, по которым уже не приезжают, либо людей, молодых людей, самых талантливых молодых людей, которые отсюда отправляют, и они остаются там, потому что либо здесь нет условий, зачем их тогда посылать, получается? Ну, если бы эти лимиты давались тем, кому надо дать, то достоин не просто, что папа с мамой там при деньгах или что-то в этом, а именно тем людям, которые по знанию, по физически готовы. По таланту. Да. А не просто, что вы мазонга, востару, шай. Нет, а у нас, вот в этом-то и наша беда, понимаешь, потеря. Почему сюда в театр не могут, ну, допустим, заплатили деньги? Никто никогда не слышал, чтобы заплатили деньги и в театр еще насильно заставляют себя любить. Ну, это же нонсенс, понимаешь? Это невозможно никак сделать. Физически никак нельзя сделать. Когда вы играете определенную роль, вам сложно из него выходить потом? Да нет. Ну, я же не сумасшедший, мы же люди все-таки. Знаю, что это профессия, понимаешь? И когда ты вживаешься, ты понимаешь, где тебе бывает сложнее отходить, да, я понимаю, но это не настолько уж, чтобы потом, как Владимир Багратович Монахов, наш художественный руководитель, когда мы учились еще в Москве, да, вышел и там еще дорыдал, перевоплотился. Нет. Все-таки мы чувствуем, контролируем, мы же не сумасшедшие, когда мы играем, мы же чувствуем зрителя, конечно же чувствуем. Я не просто так спрашиваю. Одна из ваших первых ролей – это
роль Ромео в «Ромео и Джульетте» спектакле. А актриса, которая сыграла Джульетту, стала впоследствии вашей женой. Это вы так вжились в роль? Ну, как вжились? Ну, это, время так стечение обстоятельств произошло. И как раз это было все на пике, и вот так получилось. Ну, на то она и жизнь, и молодость, так что так все получается. У меня еще два вопроса по театру, но прежде вот мне интересно, вы до сих пор волнуетесь перед тем, как выйти на сцену? Конечно. Да, это всегда бывает, это не имеет значения. То бишь, с парашюта ты прыгаешь, каким бы ты подготовленным не был, все равно есть нерв. Но как только ты выходишь и знаешь, что уже идет, и уже все, и ты уже растворяешься в этом, уже не чувствуешь этого. А без этого нельзя, без адреналина невозможно. Ни у кого этого не может произойти без этого. Спектакль «Он, она, окно, покойник». Вы замечательно играете, это ваша одна из топовых ролей, ярчайшая роль Джона Пигдена. Я часто хожу на этот спектакль, по много раз уже ходил, и заметил, что вы каждый раз играете по-разному. То есть какая-то своя импровизация. Это специально вы так делаете? Нет, знаешь как, я почему говорю, не столь рисунок важен, а то, как ты можешь по-другому все это обыграть, текст, все смысловой, но не нарушая рисунка, смысла, идеологии спектакля. Я всегда говорю, что с Усланом всегда говорю, с Димой всегда, вот с Усланом тоже удобно, но просто, потому что знаешь, что если что-то не так пошло, кто-то там не успевает выйти или что-то в этом роде, то мы уже знаем, что будет импровизация сразу, моментально, потому что это не очень сложно и не очень трудно, потому что ты в этом варишься, ты знаешь, кто ты, кто я, и мы от этого исходим в любом месте. Да в любом театре так? Ой, в любом театре я не знаю, я не могу тебе сказать. В любом, почему? но желательно, чтобы это было всегда. Где хороший творческий коллектив, где люди имеют чувство юмора, можно сказать. Так и должно быть. Просто вопрос такой. Обычно режиссеры, неважно и в кино, и в театре, относятся к актерам очень часто как к маленьким детям, все время указывают, как играть и так далее. И в целом они очень жесткие люди. Потому что они тоже творческие люди, наивные, боятся, нервничают, потому что они видят именно эту картину, понимаешь? Вот именно так видит эту мизансцену, понимаешь? Но вы с Тамерланом Зуцевым уже много работаете. Как он вам как режиссер? У него есть свой, можно сказать, почерк. Это что важно, свое видение, свой взгляд, своя постановка. Это хорошо. Но у него сейчас в связи с личной жизнью, я его понимаю, что у него сложились такие обстоятельства в жизни, что одно горе за другим. Вот как-то вот так, но он выстоял, у него было затишье. Сейчас потихоньку получили вот такой гениальный, можно сказать, просто бесподобный театр. Я думаю, сейчас все потихоньку восстановилось. Вот сейчас встали на колеса. Уже год нормально отработали. Не то, что нормально, даже, можно сказать, очень хорошо. Сейчас, с пандемией все как-то ошарашенно все получилось. Как-то что-то затянулось. Это, пятое, юбилей. А вот сейчас работаем над геноцидом. Сейчас до 15-го у нас. Это будет очень интересно посмотреть, но я хочу спросить еще вот о чем. Нужны ли эксперименты другие, чтобы приезжали к нам другие режиссеры и ставили? Вот, например, вас обычно всегда ассоциировали с комедийным артистом, но приехал такой питерский режиссер Габрия, и вы просто прекрасно перевоплотились и сыграли замечательно трагическую судьбу нашего классика Куста Ливановича Хитакурова. Вообще вам понравилось играть и перевоплотиться уже не в комедийного артиста, а сыграть трагическую роль? Ты задал хороший вопрос, правильно ли
вот эти, это не то, что не то, чтобы правильно, а нужно. Разнообразие обязательно нужно, потому что разная кровь, разное видение, другой взгляд. Это для нас, для актеров, это багаж. Ну, у актеров нет, как говорится, пенсионного возраста. Пока живой, двигаешься, то ты отдаешься до конца тоже. И вот это все накапливается. Это от каждого режиссера, от другого взгляда ты берешь что-то для себя хорошее, правильное, нужное на будущее. И тем самым, я думаю, вот это все рано или поздно дает свои всходы. Для вас было что-то новое вот в этой роли Коста? Новая постановка, вот необычная. Игра света была просто бесподобна. Игра актера главного да, тоже игра была. актера, вот представь, там на сцене до 3 сцен происходило. И каждый как бы играл по своей сцене, но это было все в едином каком-то потоке. Там и слышны были и заводы, и поезда мчались. Это все было. И на сцене не то, чтобы как бы одна картина происходит, а все участвует, показаны мысли, мысль человеческая, и она вот показана вот по-новому, как-то по-другому, не стереотипно так смотришь, что если больница, то должно быть все вот так, вот так, вот так. Мы сейчас поговорили про эксперименты, это, конечно, хорошо, но как вы считаете, чего не хватает Юго-Осетинскому театру? У нас труппа не такая уж большая, но есть актеры, но которые... Вот мы 2 спектакля, одна массовая сцена, геноцид, а другая комедия, там меньше. А есть еще такие люди, которые остаются, которые не заняты ни в одном, ни в другом. И чтобы вот эти люди не простаивали, нужно приглашать обязательно режиссеров. Вот театр, он не должен оставаться на месте, она как машина. Новые спектакли. Вот идет читка за столом, а на сцене уже работает другой спектакль. Они освобождаются, читка уже, подготовка уже, и это уже идет к премьере. И вот это потихоньку, вот эта машина, это сейчас потихоньку будем, помаленьку, вот сейчас уже имея такой театр, и работники у нас, машинисты, сцены, свет, все у нас есть. Единственное, нужно, я думаю, все-таки нужно чуть-чуть вложиться в искусство. Все-таки это не продукция, не машина. Вложиться во что конкретно? В декорации? Да, конечно, и в декорации, и стимулировать актеров. Этому сейчас всему нам помогает президент Анатолий Ильич Бебелов. Вот он идет на все, чтобы вот просто улучшить жизнь актеров, творческих людей. Огромное ему спасибо за это. Надо вкладываться в искусство, вкладываться, потому что это все-таки театр. Вот, не я это придумал, и не я. Театр – это лицо нации. Это основа культуры. Вот какой у нас будет здесь идти спектакль, один или другой. Но когда придешь и скажешь, да это самодеятельность, понимаешь. А когда ты заставляешь замирать зрителей, задумывается, да, мы туда попали, это было здорово, это классно. И люди понимают, что вот даешь позитив, и людям становится прекрасно и хорошо, им хочется жить, понимаешь. Получается так, должны приехать новые режиссеры и уже какие-то новые спектакли поставить. Ну, естественно, вообще все нужно быстро, потому что время летит и не успевает, потому что время-то идет. Хотим мы этого, не хотим, но оно идет. А надо давать, отдавать. Ваши молодые годы, я имею в виду в творческом плане, пришлись на очень сложное время, можно сказать, на безвременье. Была разруха, сложное время, потом сгорел театр. Да. Как вы с этим справлялись? Было, обычно бывает сложно всегда в творческом плане актерам, когда они не играют роли и вообще, когда человек не востребован. В плане того, что нету тех возможностей, чтобы показать свой талант. А был ли другой выбор? Не было. Можно было бы встать и уехать в Россию, и там, но все-таки, знаешь, как все-таки хочется здесь, Камрайгурта. Нужен фат, медат, додам базуны, чтобы твои близкие, родные, вот здесь, Многие из ваших коллег, они переходили работать, кто пилил дрова, кто занимался частным извозом и так далее. Конечно, да, было и приходилось что-то Вот подрабатывать. интересно, как вы с этим справлялись внутренне? Вот это хочется узнать. Терпелась, наверное, молодость, терпелась
И, наверное, вот это все перекрывало еще и война за войной, понимаешь. Больше все война беспокоила, нежели этот голод. Ну, не та одежда или что-то. Главное быть чистым, не разорванным, не грязным. И в душе, и в жизни нужно быть всегда чистым. Стараться, я еще раз говорю, стремиться к этому. Быть позитивным. Когда встречаю молодую пару, говорю, не надо ссориться в этой жизни, просто поймите, с юмором относитесь ко всему, с юмором, с приколами, и все у вас будет в порядке. Ну, за вами это не заржавеет, это точно. Ваша главная роль в кино – это роль соратника Шамиля Басаева, боевика по имени Иса. Я вчера посмотрел фильм, это фильм называется «Решение ликвидации», и у меня по нему два вопроса. Первое. Ваш герой был по сюжету одним из организаторов теракта в Беслане. Вам не сложно было все-таки? Нет, он ушел от всех дел. Давно ушел от всех дел, если ты там заметил, но Шамиль тогда перешагнул через меня. У меня были родственники, а я их должен был на обмен вести. Он убил одного. У меня сложились трудности, но все-таки получилось так, что я его оставил в живых, уже поменял на своих. По сюжету это было так. Мы запомнили тогда друг друга, но я отошел, но ушел от этого, завел себе там семью, у меня был овощной склад. И Шамиль, нет, но все-таки иногда обращался, спрашивал, узнавал, чтобы я где-то какие-то номера или что-то, или где-то какую-то машину где-то там оставить, и не более. Но он сказал ему, что нет, но он все-таки есть для него надежный человек, и этим надежным человеком для Шамиля играл я, Ису. Но тогда... в теракте он не участвовал. Он ему тогда сказал, там, они хотели... Там есть момент, когда ваш герой задумывается, видит, на самом деле, там были документальные кадры. Там были... что он дошел, то, когда ему понял, что когда он его по телефону говорит, говорит, твои дети, говорит, пойдут в школу, говорит, запомнят, говорит, первый учебный день. Вот тогда и он не мог понять. И он задумался. Ладога, Шамиль. А еще 1 сентября, Санде Алила. Иди Масара запомни, Диждо. Масара. Да, и он не мог просто понять, для чего он ему это сказал. А потом он понял, что вот... Посмотрел в телевизор. Да. Повторяем экстренную новость. Около 9 утра по московскому времени группа вооруженных людей на 2 автомобилях ворвалась на территорию средней школы номер 1 города Беслана. С хронологией событий Александр... Так, я не понял. А работать кто будет? Линейке, посвященной Дню знаний, примерно в 9:30 Будь они прокляты. подъехали вооруженные люди. Куда они катятся? И уберете за собой. При этом один из нападавших был уничтожен. Однако террористам удалось тяжело ранить милиционеров, а всех детей вместе с родителями загнать в школу. По разным данным, в заложниках оказалось от 250 до 400 человек. Вот тогда он надломился и понял, что он уже так просто из этого круга не выйдет. То есть, получается, решение о том, чтобы помочь ФСБ поймать Шамиля, Да. принимается именно тогда, когда ваш герой видит теракт в Но Беслане. я могу сказать, что этот герой по жизни был, да, такой, и ему посмертно дали Героя России. То есть это основано на реальных событиях. Да, конечно, абсолютно. Решение о ликвидации, посмотрите фильм. Кстати, фильм набрал 6 миллионов просмотров уже на Ютубе. Довольно популярный. Ага. Ну и второй вопрос. В самом конце ваш герой в итоге помогает ФСБ России поймать Шамиля и взорвать его, ликвидировать. И вы по замыслу этой операции ФСБ должны были отойти на безопасное расстояние. Но в итоге вы этого не делаете и предпочитаете умереть вместе с этими террористами и Шамилем Басаевым. Жми. Ждем. Жми! Ты обещал идти. Аллах Акбар. 10 секунд.
Вот почему вы так поступили? Ну, Почему если ваш ты герой? обратил внимание, у него по сценарию, проходя через все боевые действия, у него было пулевое ранение легкое. У него с легкими уже было не в порядке, где он не лечился. Но ведь и говорили, что могут Да, помочь. но когда в конце платок нам показывает, когда он понял, что кровь уже идет все к концу, даже если это будет так, что он понял, что это уже билет в один конец. Он это прочувствовал, это он уже знал, когда соглашался на это. Вы несколько раз играли в кино. Самый талантливый актер, который играл с вами в одном фильме? Ой, их много. Да, можно сказать, Игорек Петренко тоже хороший, великий. С Сидихиным играли в «Тайной страже. Опасные игры». Да, я могу сказать, что есть много хороших актеров сейчас в России, очень талантливых, кстати, вот, фанатов. Вас практически единственного приглашают из Южной Осетии, я имею в виду, сниматься в российских фильмах. Как вы думаете, почему? Ну, я даже не знаю, почему единственного. Просто так получилось. В то время мне пришлось в Москву уехать где-то на год с чем-то, на 2 месяца. И я, пользуясь случаем тогда еще, бегал по кастингам, тогда еще пробивался, там показывался, там. А так не было, чтобы Поростаев приехал, мы его знаем. Нет, такого не было. Там все равно приходится бегать, общаться, как-то наводить справки, куда, зачем. У вас никогда не было такой мысли, может быть, поехать в Москву и начать строить себе уже карьеру как телеактера? Конечно, были мысли. Иногда человек от обиды чего-то доходил, что не одно, так другое. Еще даже был момент, когда вот театр сгорел. Говорю, когда нам еще что построят, когда это что будет, что делать, куда податься. Ну, а потом все уладилось, все настроилось. Сейчас таких мыслей нет. Не, да, потом И слава еще Богу. и старики сказали. Ну, не, старики говорят, искай кождам каукна безатом иднака неизбежность. Так что хорошая музыка и во сне слышна. Это правда. Так что Самый сложный период в вашей жизни? на периоды войны. Что вам вспоминается? Ой, даже не хочется говорить. Просто только лишь потери. Потери людей близких, таких близких, с которыми просто с детства ты был вместе. И Например, кто? друзья, соседи, друзья детства. Их очень много. И болезненно, очень трудно. Это просто сейчас каждого вспоминать. Но были настолько близкие, их уже нету. С годами, да, время уходит как-то, но все-таки боль остается. Воспоминания столько теплого было, столько вместе пережитого было. Наверное, самые трудные минуты жизни, это, наверное, потери. Те потери, которые уже не восполнить никак. Как вы после этого относитесь к грузинам вообще? Вот ваше мнение? Да как и все, понимаешь, понимая внутри еще для себя, убеждая, что они опомнятся, как-то к этому придется и вспомнят, что мы не просто, мы осетины, они грузины, это мы с веками рядом, друг с другом, жизнь так кипела, вместе жили, иногда и защищали, кто помогали. Но вот эта политика, вот это я, вот этот эгоизм человеческий, он все-таки, вот сейчас он превалирует сейчас везде, вот эго, вот это эгоизм. Но рано или поздно нам с ним придется побороться. В том числе из-за этого эгоизма у вас в молодости карьера, она остановилась. Что я имею в виду? Все-таки есть роли, которые можно сыграть именно молодым. И вы их не сыграли из-за этой войны. Вот вы сожалеете об этом? Мечта была у нас всех сыграть, пока мы молоды. Есть такая пьеса «Белокси блюз».
когда молодых парней в учебку, а потом на войну. Это действие происходило во Второй мировой войне. Мы были молодыми, и все располагало. Мы начали что-то работать, на чем-то мы остановились, я уже не помню, и так и на нет сошел этот спектакль, он так и не вышел. Почему я говорю, что есть хорошие вещи, но сказать, что я сожалею, да, где-то может, да, но я не сожалею, потому что уже все пройдено, уже все ушло. На прошлое смотрю за своими ошибками, чтобы их уже не допускать в будущем. И стараюсь. В прошлое я не возвращаюсь, просто беру те или иные ошибки и не допускаю. А в настоящем я пока что живой, ощущаю себя и живу. И рад тому, что пока что я живой. Кстати, про настоящее. Вы сейчас очень часто стали ездить в деревню. И на выходные, когда у вас свое свободное время, все время проводите там. Почему? Моя профессия, она публичная. Все-таки общение, все идет в массе с людьми. Но иногда человек, уходя в тишину, в одиночество, в горы, то ты уже более о чем-то, знаешь, уже с годами уже задумываешься, что, зачем, почему так, или иначе. И вот в этой тишине, в этой обстановке, что тебе ничто не мешает, ты для себя какие-то мысли появляются, новые, что-то удивительное. Вот в этой тишине всегда хочется уединиться, побыть с природой, и это очень помогает. Это пришло со временем? Да. Как со временем родители приобщали, потому что как только так в лес, то по грибы, то по, я не знаю, за фруктами. Едем, отдыхаем, всегда приобщались, то на рыбалку. И здесь уже с годами, когда понимаешь, что уже знаешь, что дети уже они самостоятельные, свой взгляд имеют на эту жизнь. Ты понимаешь, что ты рано или поздно оказываешься один. Хочешь ты этого или не хочешь, но ты оказываешься один. И вот в этом одиночестве, чтобы не сойти с ума, нужно увлечься чем-то обязательно. Если не увлекаться, то ты немеккенес и угасаешь. Вообще творческий человек, он одинокий человек внутри. Вот вы одинокий человек? В принципе, с точки эгоизма все-таки человек, когда ты же не говоришь, ты же никогда не говоришь, ты все время для себя это желаешь. Все. Это правда. Перед Богом нам всем одному надо стоять, так что может в толпе, но по одиночеству каждому нам придется одному, не через чьих-то слов, но стоять и говорить. Отвечать. Да, что, зачем, да почему. А вы вообще религиозный человек? Очень. Верите в Бога? Но я не фанатик. Нет у меня такого. Я знаю, что есть и все, и сила. Неверие дает людям переступить, понимаешь? Но нет. Почему есть закон подлости? Есть закон подлости. Есть кара, что сделал что-то не то. Рано или поздно это круги приходят во своя. Он есть. Естественно. Не с воздуха мы взялись. Ты представляешь, в этой огромной бесконечности мы просто встретились. Вот сейчас говорим, обсуждаем. В этой безумной бесконечности. Спасибо этой бесконечности, что мы встретились. Это очень увлекательно на самом деле. У каждого актера бывает роль всей жизни. Вот вы уже сыграли? В душе я азартный человек. Вообще я азартный человек очень. Но вот фанатизма, знаешь как, вот это бы еще сыграть и быть еще азом. Нет у меня такого нету. Я в любой роли ищу свой азарт. Можно сделать образ настолько, что сказать, что ради этого образа, вот эта пьеса была и написана. Вот в образе, в любом образе нужно находить изюминку, за что можно его полюбить. Вот если этого держаться, вот к этому стремиться все время и показывать и еще ярче, украшивать свой образ, и уже к премьере ты уже это приготовил, это ярчайшая вещь. Ты уже с ней выходишь, работаешь,
и показываешь, насколько простой, допустим, даже тот же самый дворник или садовник, и он настолько вот с привычками, с чем-то, можно любую привычку настолько изящно сделать, что она полюбится, понимаешь, полюбится. Если ее просто правильно, с хорошим вкусом сделать, на все есть, как говорится, таинство. Именно вот этот секрет, подход к зрителю, вот это и есть заставить незаметное заметным, как бы сказать, можно определенно сказать горе, можно просто спиной стоять, спиной к зрителю, и люди поймут, что вот. Как говорил Шопен, лучше моей музыки может быть только тишина, поэтому тишиной тоже можно многое передать. Да, и наши предки говорили, самая лучшая музыка, песня Алан – это ржание лошадей перед боем. Самая дикая импровизация и самый смешной случай, который происходил с вами вот в стенах этого театра? Где-то были в Комсомольске на выезде из Силкаева, это актриса, сейчас она, по-моему, в Дегорском театре работает. И вот, я не помню, но Гацимита, спектакль был Гацимита, и я переоделся в старика играл Суслан. И он меня застал, и как бы зеркало играли. В тот момент ему стало плохо, он не мог понять, что со мной происходит. Он выходит, а я очки, у меня линза выпала. И Сюкаева из этого, когда зашла, и она меня увидела в таком виде, она со смехом, все, она падает, фасури, не дышит уже, все. А текста надо, люди сидят, тоже смеются, над из этого, текста не идет, действия не происходит, что же сделать? Я взял и частушки начал петь. Там уже из зал понесся, и там все, мол, прекращайте это. Пришлось и поплясать. Я говорю, невозможно было из этого взять актрису и пощечине там на сцене давать, чтобы она в себя пришла. Хохотунчик поймал ее. Так получилось, да. У вас очень хороший дуэт с Сосланом Бибиловым. Да. Это намеренно вы все время играете вместе? Ой, нет, у нас так сложилось. Вот он другой по характеру человек, по жизни, и я. Но юмор у нас есть юмор, хороший юмор. Так получалось, что даже он там Тибальто играл, а я Ромео играл. Так складывалось, что у нас совпадения получались. У нас всегда хорошо. С Сосланом удобно всегда. Вы его считаете лучшим актером Кулдрамтеатра? Да. Потому что Сослан все время докапывается, так же, как и я, до истины. Почему висит ружье? Для чего автор написал? И не докапываемся. Почему, зачем-то, почему. 3 фильма, которые повлияли на становление вашей личности. В детстве смотрел «Полет над гнездом кукушки». Мне нравилось, как играли сумасшедших. Как это, Дэнни Давид. А потом, с годами, уже понял, в чем смысл и зачем стремление к свободе. То, что людей загоняют в рамки. Тогда еще в то время режиссеры намекали на то. Сейчас дали свободу слова и всего еще. Все, что могли охаять, охаяли. И это они думают, что это свобода слова. А сейчас не знают, что с этой свободой это делать, как дальше. Можно сказать, и цензуры нет, и ничего. А раньше было все подтекстно. Сказали, и задумался человек. Когда были умы, что через творчество они передавали, так и намекали. Первым «Пролетая над гнездом кукушки». Есть еще «Судьба человека», фильм. Советский фильм. Да, «Судьба человека». Это 2. Много хороших фильмов, но для меня как и так тоже. Это была «Матрица». «Матрица». Как-то раз и понял, что оказывается, это в какой-то клетке мы находимся. Можно это все со стороны-то, возможно, как-то по-другому все это. Раз и поменялось. Эксперименты вы. Да. Ваш коллега Григорий Мамеев открыл киностудию. Не очень часто, но он снимает фильмы. Как вы считаете, Южной Осетии нужно свое кино? Обязательно. Обязательно. Рано или поздно, но это нужно. Не то, что нужно, это надо. Это архинадо.
важно. Вот если эти молодые сейчас зацепятся, а мы будем снимать малометражные фильмы с юмором, с приколами, с... Может быть, с идеологией. Абсолютно верно. Это только вот сейчас зародилось. Вот только вот потихоньку набирает, можно сказать, обороты. А это даст свои всходы сегодня, завтра, маме, Ваньящара, Богмира, Гришкайн. Дай Бог ему 100 лет, 120 лет ему еще жизни. Но я к чему говорю, даже после Гриши, это, если не остановится, то рано или поздно это огромные плоды даст. В 2014 году вы избираетесь депутатом парламента Южной Осетии, идете в политику. Почему? Ну, в принципе, тогда еще хотелось попасть в комитет по культуре и Парламента. да, в парламенте, да, в комитете был. Хотелось что-то сделать на будущее, чтобы поняли, что культура не просто так, абы-кабы. То, что наши предки создавали веками, вечностями, вот остается и до сих пор остается. Получилось? Сказать честно, нет, потому что и сейчас какая-то обстановка идет непонятная. А что вы имеете в виду? То, что финансово, еще раз хочу сказать, финансово государство должно вкладываться в культуру. Это нужно подпитывать, за этим надо следить. Да, мы если посудим, но калтай там Петрушка гантедме, шей как кавдaro разлдун ниркалджин, ну кунар зилай кунар касат нишес севджинис. Мен архтан такавзунан. Я хочу вас процитировать с того времени. Дмитрия Поростаева, депутата, вы сказали такую цитату. «На данный момент я работаю над ограничениями в присвоении звания заслуженного артиста Южной Осетии, которое сейчас может получить любой артист». Ситуация изменилась? Да, изменилась, и подход другой, потому что это сейчас у нас было решение на худсовете, что нельзя давать людям звание, допустим, заслуженный, а тем более еще и народный, с истечением времени. Но если человек недостоин, зачем ему давать это звание? А вот как понять, человек достоин? Как понять, достоин или недостоин? Это зритель судит. На актера ходят. На вас не обижались, когда вы так говорили? Обижались, не обижались. Это я всегда подхожу жестко, профессионально к этому. И любишь свое дело, так любите его до конца, а не просто ради галочки. Почему люди должны удивляться? Заслуженный, да, да. А должны радоваться, он заслуженный, он заслужил, а вот это народный. Да, вот не просто так должны, да вот, допустим, человек дожил до 55 и отработал, как говорится, в театре. Если он, не вложился, не показал что-то, зачем. А я говорю, чтобы это ценилось и не просто налево-направо раздавалось, а сделать статус для творческих, не имеет значения, художников или певец, кто бы. Вот получил заслуженное звание, заслуженный артист, то сделайте ему, допустим, 40% скидки рухса донатахай. А если он стал народным, то сделайте ему 75%. И тогда еще в правительстве тогда задумаются, давать ли это за что-то, а не просто что по блату. И будут тогда там тоже думать, если ты получил, то у тебя есть такие льготы, понимаешь, на все это. Тогда есть стимул и у молодых. Еще одна ваша цитата, которую говорят в народе. Когда вас только избрали депутатом парламента, вас спросили: ты же не политик, как ты будешь там работать? На что вы ответили: я сыграл Ромео. Неужели вы думаете, что мне сложно сыграть депутата? Такое было? Было. Не место красит человека, а человек красит место. А вот все-таки мне интересно, как вы считаете, почему вот спортсмены и деятели культуры, они идут в политику в какое-то время? Потому что они известны. За них болели миллионы, тысячи людей, понимаешь? Это,
почему рекламируют хорошие все вещи великие люди, знаменитые люди? Потому что их знают, им доверяют. Вот в чем стратегия рекламы и всего, то это психология, мой дорогой. Просто иногда можно задуматься над этим, и приходишь к мнению, что в других сферах человек не может себя реализовать, и он уже идет, потому что нету той степени реализации, я имею в виду, что нет столько денег, нет столько там каких-то возможностей, и человек просто идет в политику, чтобы и свою сферу представлять, и отстаивать интересы. Конечно. Те люди, которые попадают в политику именно с душой, с правильными намерениями, они все-таки бьются, добиваются чего-то. А те, которые просто попали, они просто красуются и просто, можно сказать, нарцисс. А вообще вам понравилось быть политиком? Если честно сказать, нет. Блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Кумир вашего детства? Наверное, отец мой. Не, наверное, отец мой, кумир. Он для меня был воплощением ума, юмора. Юмор от отца у меня. И, наверное, он очень умный человек был, очень и сильный человек был. Физически, по всему он. Для меня и идеалом остается, наверное, мой отец. Джонни Депп или Леонардо Ди Каприо? Ой, если тебе честно сказать, ни один, ни другой. Но они потрясающие актеры, потому что, я не знаю, не потому что они, но я-то же вижу, сам для себя интересуюсь, кто как поднимается. Для меня из голливудских актеров, для меня открытие, я смотрел фильмы, это Том Круз. Молодой, без ничего, но я вижу и по его фильмам, что он ступенька по ступеньке он идет и развивается. Не просто остается каким-то штампом, что он как бы Роберт Де Ниро с родинкой. Нет, он видно, что от фильма к фильму он растет и меняется, и перевоплощается, да. Ваш самый большой недостаток? Наверное, чуть-чуть лень, но понимаю, что зивягай черный. И с годами уже понимаешь, что ты раньше, если мог до 9, до 10 пролежать, то ты уже встаешь где-то в начале 6, где-то в 5 часов уже. Понимаешь, что время терять уже так просто не хочется. Роберт Де Ниро или Джек Николсон? В принципе, Николсон. Почему? Харизматичный, своеобразный. У него такой характер, что он к роли именно по полетному гнездом пушки. Хороший актер, да. Да и Роберт Де Ниро тоже хороший актер. Чарли Чаплин или Юрий Никулин? Ой, конечно же, Чарли Чаплин. Я почему хотел сказать вам, что из актеров, кого вы там. У меня было Чаплин и Луи де Фюнес. Почему? Столько энергии. А потом как-то у меня попалась книга про Чарли Чаплина, о его жизни. Я прочитал и просто понял, что да, человек был непростой, очень с бедной семьи, но достиг многого. Через какие труды, это же столько же, а сколько он трудов своих сжег, это же уму непостижимо, но величайший человек. Как бы вы хотели умереть? Да, об этом я даже не хочу. Да, ты как бы там ни было. Это спрашивают одного, такой чуть-чуть похабно, но анекдот такой. Как бы ты хотел умереть? От поноса или от венерической болезни? Да ладно, говорит, венерической, говорит, стыдному. От поноса, говорит, смерть и смерть-то, там что? Мне, говорит, лучше, говорит, умереть мужиком, чем засранцем. Так что, лучше все. Какая разница? Она всегда приходит одна, главное, не быть в панике и воспринять это все как должное. А что для вас счастье? Наверное, когда внутренний мир, окружающий мир, профессия, семья, и это все в одной идиллии. Это как просто обыкновенный русский борщ.
Ну, я люблю капусту, допустим, свеклу, морковь. Ну, по отдельности их есть. Ну, да, можно. Но когда ты это делаешь в сочетании все вместе, и это все приобретает аромат, вкус, цвет. Когда ты это все употребляешь, чувствуешь, что да, вот это и есть вкус. Счастье – это когда ты выходишь, здороваешься с соседями, тебе радуется, и ты радуешься. Едешь на работу, на свою любимую работу, вообще общаешься с людьми. Когда ты понимаешь, что есть у тебя единомышленники, и все, у них есть такие же взгляды на эту жизнь, то ты радуешься, что не просто все-таки в этой жизни ты не один такой, есть. И рад тому, что есть намаджи фасивата. Вот когда ты это все чувствуешь и понимаешь, вот это и есть счастье. И ты еще вот это счастье хочешь еще улучшить. Счастье – это когда душа все время в порыве, в радости, в покое. Вот это и есть счастье. Счастье не имеет значения, с лопатой ты ее или же с киркою, не имеет значения. Где бы ты ни был, в горах, у реки, ты находишь свое успокоение, свои мысли. Когда ты видишь где-то на том берегу семью с детьми, вот это тоже счастье. Кайдар бинута шинкананч миазонес разанч свала тахабульта фед мамодунанч сосвала только шинканч дахибаттан если надар датсхактан дарчи дерта фалал шинканес кайдар шинал шинканан хавзонан قل نايم أفتر ديسنا فلا دخين دقدر جكون مع الراية ده отдавать, больше отдавать. Я больше люблю дарить, чем получать подарки. Да, подарки получать тоже приятно, но когда ты даришь и видишь счастье в глазах, яркость, вот это больше приятного бывает. Это был Дмитрий Парастаев.